Неожиданный поворот. Новая эра в Абхазии. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске мы с Евгенией поговорим об Абхазии, развеем мифы, страхи, расскажем, как можно приобрести земельный участок в Абхазии, то есть все возможности. И Евгения прошла этот опыт, собственно, уже трижды. Трижды прошла. И сейчас более подробно расскажет об этом опыте. Наверное, нужно представиться, да? Да, и снова здравствуйте, как снова говорится. здравствуйте, Давай, представимся. Для зрителей Евгении, меня зовут Дмитрий Волков, эксперт по недвижимости на южном побережье, и не только, и уже и в Алтайском крае. На рынке 11-й год. И Евгения... Да, мы, получается, с Димой познакомились весной. Был такой продуктивный диалог, и потом дальнейшие какие-то и поездки там, и так далее. И вот сейчас в этом подкасте мы хотим поговорить о ситуации, которая происходит сейчас в Абхазии. Я могу назвать отчасти делом своей жизни. Дело в том, что я оказалась там не случайно. Кем я являюсь? Я так очень скромно могу представиться, что я бизнес-вумен, что я инвестор, причем по разным направлениям. Но я это очень так тихеньким голоском, потому что на самом деле я проводник новых энергий. Я работаю с пространством, я работаю с новой материей и соединяю, скажем так, непроявленную часть с проявленной. То есть все мои перемещения, телодвижения, инвестиции, они продиктованы, скажем так, моим высшим аспектом, который ведет меня. Я захожу в различные проекты, провожу там некоторые, могу проводить трансформации, перетрубации, то есть я вижу, какие процессы через меня проходят. И вот одна из главнейших задач меня как проводника — это выстраивание нового пространства. Вот на этом, в принципе, с эзотерической частью можно закончить. Я могу просто говорить, да, вот как обычный человек. Но хотела показать, что оказалась я там не случайно. У меня есть некоторая информация кулуарная, инсайдерская, есть информация, скажем так, свыше. То есть вот так вот меня ведут высшие силы, и я смотрю, какая картина разворачивается. То есть многие вещи я бы может быть, не смогла бы так сделать, не смогла бы так прочувствовать. Это было не только до Абхазии. То есть у меня есть пример и инвестиций в Черногории, инвестиций в Краснодаре, которые иксанули, то есть никто бы не мог... вот так вот сердцем почувствовал, и все, и пошел вперед. Но на самом деле, можно, да, кто-то вот так выражается, что сердцем почувствовал. У меня вот есть эта связь, которая меня ведет. И, например, покупая квартиру в Черногории, я не знала, что начнется СВО, и никто не знал, да. Недвижимость там взлетит, потому что туда поехали как с разных сторон. И с Украины, потому что близко, да, и безвизово, и из России. То есть много туда приехало людей, и недвижимость просто иксанула. То есть в этот момент все, мне, как говорят, сворачиваем лавочку, продаемся и едем дальше. А до этого тоже такой же путь был, да, то есть я уже давно вот так вот живу, да, и вот так вот меня привезли в Абхазию, вообще в Сочи, а потом в Абхазию. Это, конечно, был такой вау-эффект для меня, очень неожиданно для самой. Я была в Абхазии в 99-м году, и я видела там разруху, я видела там что-то такое страшненькое, то есть мне там даже негде было покушать и все такое. И вот съездила на экскурсию там на Рицу, и все. Свят-свят, поехала я отсюда. Сейчас, конечно, я совсем иначе смотрю, совсем другие вещи вижу. И вот хотела поделиться своим опытом и, может быть, отчасти развеять какие-то мифы и, может быть, для кого-то приоткрыть некоторую такую кулуарную, да, информацию, завесу. Вот. Что же там планируется делать, почему я вижу там перспективы, в том числе и для инвесторов. Еще важно, каких инвесторов, да, то есть качество людей на данный момент все равно является определяющим. Давай, поехали. Женя, первый вопрос, наверное, мучает наших подписчиков. Это как гражданину РФ можно купить земельный участок в Абхазии?
Ну, Как ты это сделала? ну, смотри, земля, конечно, там не продается, не покупается. Вот, она принадлежит государству. То есть ее никто не может купить, даже гражданин Абхазии, да, республики не может купить. Но эта практика, ну, то есть она не единственная. То есть, например, вот я 1,5 месяца летом жила в Таиланде, там точно так же, то есть земля принадлежит государству, да, королевству. Тем не менее, там все растет и развивается, да, и инвестирование, и строительство. Вот, то есть там точно такая же практика в Абхазии. Земля принадлежит государству, но может передаваться в аренду. Аренда там есть, условно можно разделить на 2 вида. Во временное пользование, то есть когда она выдается, Ну, как у нас на 49 лет. да, ну там на 25, может даже и меньше какой-то быть период, который оговорен у тебя с администрацией. Вот. И можно сказать постоянное пользование. И вот в постоянном пользовании еще есть такой подвид, это как бы следующий этап, как постоянное пользование с правом наследования. То есть это пожизненное владение с правом наследования. То есть это прямо, ну, как бы очень существенно. И вот мне интересно было, можно ли получить вот, гражданину РФ вот, землю, подкрепленную госактом, то есть называется так у них документ. Вот. И я сама на себе прошла эти процедуры, и не единожды. Вот. То есть это довольно, ну, как бы весомое, существенное, железное такое основание. Но владеть можно собственностью, причем не жилой, а коммерческой. И это все легко регулируется. То есть, например, гражданин РФ, он может купить, ну, допустим, он приглядел какой-то домик, да, с участком. Сначала, ну, то есть обращается специализированное агентство, которое ему откликается, мы можем ему в этом тоже помочь. Для перевода вот этой жилой недвижимости в статус нежилого, да, коммерческой. Вот. И после этого, то есть он ее приобретает на паспорт РФ. То есть, например, сейчас тут мало кто знает, я знакома с представителями, создателями проекта Sigma Plaza. Это 2 17-этажки в центре Сухума, которые, ну, как апартаментные и торговые помещения. Их можно приобрести прямо на паспорт РФ. Вот. И строятся они по 214 ФЗ. То есть и застройщик из России довольно крупный. То есть вот такие там представители, туда представители уже заходят. Нужно запомнить вот очень просто. Землей владеть нельзя, недвижимостью можно. Да? То есть главное правильно ее оформить. То есть статус должна быть коммерческая недвижимость, не жилая. Прописаться там нельзя. Вот. Но владеть можно, проживать можно. Но это то же самое, что в Таиланде. Да, в принципе. Но я как бы понимаю, что могут возразить. А Таиланд — это, ну, признанное государство. А Абхазия — это непризнанная республика. Вот это разница. Вот Но, это тем не менее, там есть некий ажиотаж. Для тех, кто не знает, люди реально повально скупают земельные участки, потому что владеют той информацией, которой владеем мы. есть такой момент. Да, и надо этой информацией с нашими подписчиками поделиться. Вот мне кажется, если То бы есть я это сама... про страхи. Если бы я сама физически там не оказалась, я бы вот, как я была в 99-м году, я бы вот тех представлений бы и осталась. Вот. И плюсом Ну, еще так многие думают, да. они подкреплены тем, что был вот такой период, когда вот этой возможности законодательной не было брать в аренду землю. Я сейчас расскажу, кстати, как. И русские брали землю на гражданина Абхазии. Вот. И были кидаловы. Вот. И вот этот вот период, он закончился уже давным-давно. Уже началась вообще как бы потихоньку начиналась другая страница Абхазии, а сейчас вот вообще, как я ощущаю, просто начинается эта новая эра. Вот я так вот это чувствую, так это вижу. Сама абсолютно в этом, сама иду, сама инвестирую, сама изучаю, потому что я вижу большие перспективы. Вот, да, про страхи, да, то есть чем они обоснованы, они предыдущим опытом обоснованы, и сейчас этого нет. Гражданин РФ может владеть фирмой, да, на балансе которой находится земля.
Вот именно так, это в белую, есть конкретная белая схема, то есть кому интересно, вы можете, организую вам, да, то есть и инвестуры, и юридические консультации, сопровождение, все объяснения, да. Ну, чтобы вы понимали, на самом деле это сейчас начало. Это точно так же, как когда-то многие инвестора заходили в Сочи. Те инвестора, которые зашли в Крым, не побоялись в 2021 году. И сейчас они на коне, на самом деле. Вот. Абсолютно. Да, точно, это да, те да. инвестора, которые стали присматриваться к Алтайскому краю, и они не ошиблись. И точно так же это начало в Абхазии. Я вот так не берусь, ну, как бы не люблю вот так утверждать. Я просто вот, ну, мы показываем возможности, да. То есть, Ну, тем более, может ты быть, не и готов. побоялась, сама туда зашла, да, Да, трижды я причем. вообще там, то есть вот мы готовы вообще оказывать полное содействие, да, людям, которым это интересно. Вообще мы ищем единомышленников, мы ищем инвесторов, Те, кто застройщиков. Вообще. готовы заходить в такие достаточно серьезные проекты. Да, мы вообще там, мы никуда не уходим, то есть у нас там очень большие перспективы разворачиваются. Ты знаешь, на самом деле не только приглашаем крупников, да, в том числе и, просто людей, у которых, у очень многих людей, физических лиц, так называемых, да, есть мечта домик у моря. Ну, просто на самом деле точка входа, она сейчас совсем небольшая, но об этом чуть позже. Это одно из самых главных аргументов, которые вообще, ну, то есть почему стоит туда посмотреть. Это точка входа. Это, знаешь, ну, точно так же, как биткоин, да, то есть была такая точка входа, сейчас другая, да, то есть это вопрос, ну, мышления, да, в том числе. Но чем Абхазия отличается от биткоина, это реальный актив. То есть это реальная уникальная территория, уникальное пространство в субтропическом климате на Черном море. На минуточку, это была элитная здравница. Я не хочу как-то очень громко утверждать, но я чувствую, знаю, что она, ее именно это и ожидает в будущем. Это будет элитная здравница. Я люблю Сочи, при всем моем уважении к Сочи. Как бы здесь ни старались все регулировать и как-то и архитектуру, и инфраструктуру, здесь, конечно, пестрый очень компот. Здесь нет вот этого ощущения отдохновения, расслабления, вот ощущения элитарности, ощущения слияния с природой. Ну, то есть нужно куда-то. Ну, Абхазия — это совсем другая природа, уезжать. безусловно. Да, да. Ну, плюс и промышленность там, да, то есть отсутствие, вернее. То есть вот как я чувствую, вижу, куда я иду и веду, в том числе и приглашаю людей, это вот такая новая эра Абхазии. То есть это будет, новая жизнь. Это будет Новая жизнь элитная. Абхазии. Почему? Потому что там Россия. Вообще это, конечно, негласно и довольно кулуарно. Да, то есть зайти сейчас, например, на территорию там Гагры и Пицунды, это вообще как бы космос. То есть это уже совсем другая точка входа, там от 1 миллиона за сотку. Хотя, смотря с чем сравнивать, вот у меня, например, там в центре Сочи, да, участок 5 миллионов за сотку, от 5 до 7 миллионов за сотку. Вот у меня 4,5 сотки в центре Сочи. Разрешение на эти 4,5, вот такой ценник, да, раз. Разрешение на строительство я получала 1,5 года, потратив огромное количество сил и ресурсов. Что в Абхазии? Даже если мы возьмем элитарные районы типа Гагра, Пицунда, то есть там точка входа сейчас 1 миллион за сотку. Если мы отодвинемся чуть дальше, и вот у нас есть некоторый пул земель, как раз-таки вот недалеко от Пицунды, в сторону Гудауты. Кто не ориентируется, в Абхазии дальше идет Новый Афон, ну вот такие вот, которые на слуху, да, и вот еще дальше Сухум. Сухум — это столица Абхазии. А дальше вот эти вот регионы, они у нас как бы не на слуху. Обычно не доезжают наши, то есть вот они осваивают сухопутную границу и останавливаются там Гагра, Пицунда. То есть чуть подальше от Пицунды, например, это вторая береговая. Первая, она сложно согласовывать. Все решабельно, я просто сейчас вот как бы. Мы говорим про реальные вещи. Да, какие-то реальные вещи. Есть не фантазии. У нас есть участки и на первой береговой, да. Ну вот сейчас про вторую береговую, например, там 500-700 метров от моря. Это ровные участки. Вот, например, у меня сочинский, то есть там довольно приличный уклон, и нужно вложиться, да,
в строительство прилично, вот, а там участки вот просто заезжай и строй. Причем вот я там 2 года нахожусь, и прям на моих глазах это происходит, прям я вижу, это граждане РФ вот прям выстраивают, как грибы растут эти дома. Вот и какая-то вот пресловутая мечта просто человека, домик у моря, это вполне вообще реализуемо. То есть если точка входа на землю такая адекватная, прилично, скажем так, сторгованная, да, вот 250 за сотку. Вот 250 за сотку. Вот, ну, сравни, да. То есть если это не Гагра, не Пицунда, а вот, например, следующие районы, прибрежные, ровные, 250 за сотку. Участки там меряются 20-30 соток. У меня по 30 соток участки. То есть там практически не меряют. То есть, если вы хотите, мы вам отмежуем. Да, то есть вы можете приобрести там 30 соток, да, и то есть частично оставить себе, частично разделить, да, то есть также перебросить ее на новую фирму и также продать человеку с русским паспортом. Можете оставить как инвестиция, да, то есть земля 100% иксанет. 250 тысяч за сотку. То есть это за 2,5 миллиона можно приобрести 10 соток. Да, Дим. У нас за 2,5 миллиона. Где вы купите? Нигде не купите. Уже в Крыму не купите в шаговой доступности до моря за 2,5 миллиона. Да, буквально Так при этом 500 метров, равнёхонько. Расскажи про разрешение на строительство, что вы покупаете не только земельный участок, а вместе с разрешением. Да, вот смотри, что вообще хочу донести. То есть вот многие вот боятся этого неопределенного времени. Мы сейчас об этом поговорим, куда надо видеть вектор, куда это движется. Да? Но даже сейчас вот это неопределенное время, я говорю, что это и есть наш козырь. Потому что сейчас в очень упрощенном виде, допустим, мы можем получать разрешение на строительство, а также ввод в эксплуатацию. То есть, ну, я сама это прошла. То есть я просто, ну, как бы в шоке. У них собирается в упрощенном виде, у них это все выдается. Причем за 1 месяц. Да, в районе месяца можно уложиться. Не у всех. То есть, ну, важно, как говорится, Знать, через кого это делать. с кем идешь, да, да, важно, с кем идешь. То есть, может быть, ну, найдутся какие-то, например, абхазы, да, которые это делают там полгода за какие-нибудь там нереальные деньги. Вот я говорю как бы свой опыт, что с очень хорошим административным, да, с хорошим административным ресурсом, с хорошей юридической базой, с прозрачными, чистыми, скажем так, происхождением земель. Вот давай вот такой вот момент. Разрешение на строительство, извините, проскочила. Собирается комиссия, там из 7 членов стоит, 8-й это ты как учредитель, вот и 8 подписей. То есть собирается, вот таким вот образом выдается разрешение на строительство. То есть, да, порядка месяца. Также ввод в эксплуатацию. Это, ну, то есть, что у нас нужно пройти, и кому чего там нужно отслюнявить, да, чтобы вот это получить, и как это там делается. Ну, просто небо и земля. Это раз. А во-вторых, у них сегодня, 1 октября, принят закон о кадастре. То есть до этого закона о кадастре нету. И кажется, что там вообще, вот, ну, прямо как бы кто в лес, то по дрова. Но я вот изучила вот этот момент. Там, знаете как, вот участки, ну, то есть у них у всех есть происхождение. Очень важно, чтобы эти участки не были спорными. То есть проверяется вся история. Ну, то есть вообще, если макнете в это носик, пойдете куда-то, да. То есть если с нами, то мы работаем только Чтобы вы понимали, есть административный ресурс, где проверяется вся юридическая чистота данного участка. Более того, вот, может быть, до смешного, да, но у них ведутся специальные книги вот этого учета в каждой поселковой администрации, районной администрации. Это все еще ну, это не электронный вид, да, пока еще, а с приглашением соседей. Вот если у участка, например, одна дорога, ну, не может быть, что нет дороги, да, дорога всегда есть, подъезд к участку, и вот будет 3 соседа, и приглашаются все 3 соседа
что никто не против, не в споре, да, то есть эти границы. И вот таким образом фиксирует представитель администрации и делает у себя записи, делается топосъемка, да, то есть она тоже фиксируется, и все это стекается в район, да, в районную администрацию. То есть они вот до сих пор вот так вот приглашают людей, и вот ты там помнишь, там еще твой дед там сеял, да, то есть вот здесь вот таким вот образом. Вот сейчас у них принят закон о кадастре, им предстоит пережить то, что мы пережили там лет 25 назад, да. То есть они медленно, но верно идут в сторону вот, законодательного регулирования примерно по нашей модели. И сейчас, вот я говорю, это последние, ну, скажем так, вагончики, вот в это запрыгнуть, пока еще не так сложно, пока еще есть... Пока цена еще не так выросла. Да, пока цена не так выросла. То есть учет есть, да, он не такой. И ну, то есть важно брать участки с понятным происхождением, с утвержденными границами, да, вот эти неспорные. То есть мы сразу же заранее человека избавляем вот от этой головной боли. Вот, чтобы вы понимали, окончательная сделка проводится в момент, когда пройдены все стадии, мы доводим до получения разрешения на строительство. То есть это значит, что вы получаете фирму, на балансе которой земля, вот чистая, ясная, понятная, да, то есть это все проверяется. Земля в постоянном пользовании и с полученным разрешением на строительство, то есть под ваш проект. И вот только после этого идет полный расчет, чтобы снять вот эти риски, что вы там не получите в постоянное пользование, да, то есть что земля не будет в постоянном пользовании или что вы не сможете получить. То есть конечный расчет только после этого. Более того, то есть мы можем предложить и дальнейшее сопровождение, и постройки, и по вводу в эксплуатации, и получение вот этого заветного документа, о котором я говорила, государственного акта на землю, который дает пожизненное право аренды с правом наследования. Все. Ну, то есть все, вот эта точка. То есть на данный момент это возможно. Как скоро это будет все трансформироваться, устражаться, ужесточаться, но никто сказать не может. Да? То есть вот сейчас можно, как бы, скажем так, последние вагончики, которые будут заскакивать, которых мы будем доводить до таких вот гарантированных моментов по земле. И нужно отметить, что Россия в Абхазию вливает миллиарды. В этом году был открыт аэропорт. Запущена «Ласточка», «Комета». И расширяются сухопутные границы. К чему это все приведет? Ну, конечно же, к росту цены. А тем более бюджетники получают деньги. Откуда? Из России. Назначен новый президент. Да, то есть... Про наш. Ну, так, да, можно так говорить. Да, то есть сейчас мы говорим о конкретных действиях, которые ну, подтверждают факт жизни. Не какие-то иллюзии, догадки. Когда мне говорят, то есть Абхазия, вот она там в забвении уже там 30 лет, и еще столько же будет. Я именно взываю как бы к логике, да, просто показываю, говорю информацию, которую, она вся есть в интернете, ее все можно гуглить, да, ну, Ну, хотите воспринимайте, хотите не воспринимайте, да, тут это право ваше. то есть это факт жизни. То есть вообще, чтобы восстановить аэропорт, это миллиардные инвестиции, да, которые были выделены Россией. Восстановлено ЖД и морское сообщение. Вот комету пустили 31 августа. И выделено несколько миллиардов на расширение, вот как ты говоришь, сухопутной границы в 2027 году. Мало кто знает, например, что электроснабжение у них идет из России и по очень льготному тарифу, там в районе 2 рублей. И платится зарплата бюджетникам. То есть так или иначе, действительно, ну, как бы Россия много инвестирует, и, естественно, это не просто так. То есть нужно просто, ну, как бы видеть. Также вот переворот, да, который многие мне звонили и говорили: Женя, ты в курсе, там переворот? Я говорю: да, в курсе. Ну, то есть поставлен-то президент, который тут же после инаугурации прилетел в Кремль, и это все как бы можно посмотреть в интернете. Вот, это все обозревалось и на центральных каналах.
И с ответным визитом здесь был Кириенко, да, и даже планировался, что Владимир Владимирович прилетит. Вот, то есть таких движений, которые в Абхазии произошли в этом году, не было никогда доселе. То есть вот это конкретные факты, конкретные выделения конкретных денег. То есть просто обращаю ваше внимание, что это не просто так. И также обращаю ваше внимание, что вот эти вот меры там, по введению кадастра, кадастрового учета, это все показывает, что вот сейчас у нас есть такое вот окошко, куда мы можем залететь, да? Потом будет, возможно, больше гарантий, но и точка входа, ну, изменится. Совсем будет другая. Да. Ну, то есть это вот просто такой взгляд на перспективу, вектор на перспективу, куда движется. Также нужно отметить, что защита наших граждан, она происходит именно в наших судах. Да, то есть Абхазия, она признана Россией, да, и она в том числе подчиняется вот правовой юрисдикции Российской Федерации. И вот практика уже показывает огромное количество выигранных судов именно россиянами. И даже вот они негласно, они говорят, что лодка качнулась вообще в обратную сторону. Если раньше было много пострадавших с нашей стороны, то теперь есть пострадавшие абхазы, вот, которые проиграли в судах, и у них уже есть и негласное такое, ну, как бы правило русских не трогать, они уже боятся. Ну, очень сильно изменилась ситуация, сильно изменилась обстановка. На самом деле много российских инвесторов, очень громких, именитых, уже там. И вот такого беспредела, который был раньше, ну, то есть его просто не может быть сейчас, потому что сама по себе республика так или иначе сильно зависит, да, от Российской Федерации. Она не может пилить сук, на котором сидит. Вот. И есть даже, вот, недавно смотрела, в интернете есть отрезок записи, где глава ГИБДД Абхазии говорит, не трогайте русских. На их планерке, да, что не трогать русских, вот, туристов. Если там что-то такое замечу, лично буду там дрючить вас. Вот. То есть на самом деле лодка качнулась уже давно в другую сторону, но почему-то в головах вот засело именно как вот, что русскому там небезопасно. Уже давно не так. Вот я сама не знала, и, возможно, кто-то из зрителей тоже не знает, что можно владеть фирмой, да, на балансе которой земля. Я имею в виду человеку с российским паспортом. Можно, соответственно, обслуживаться бухгалтером, можно открывать расчетный счет. Там есть Сбербанк. Банки, там есть Сбербанк, да, то есть у меня отлично просто открыт счет на паспорт РФ. Можно владеть коммерческой недвижимостью, перевод жилой недвижимости в коммерческую — это не очень сложное дело. То есть главное все юридически, грамотно и правильно оформлять. И обращаю внимание на границы участка, которые должны быть происхождение участка ясное, явное, и границы четко зафиксированные, чтобы не было каких-то плавающих моментов. То есть если вот это все учитывать, то человеку, гражданину РФ, да, то есть можно и как реализовать свою мечту по типа домику моря, и или оставить детям, и или оставить в качестве инвестиционной земли, которая иксанет, я уверена в этом, и либо вести бизнес. Ну, то есть турпоток, он уже растет, и это можно посмотреть статистически. Ну и открытие 4 видов сообщения, которые произошли в этом году, да, то есть они явно намекают нам, что в последующих годах турпоток будет только расти. Поэтому ценник за проживание летом там равен сочинским ценам. То есть это говорит о том, что нет достаточно предложения. Нету достаточно предложения. Приезжайте, стройте, ведите бизнес, зарабатывайте, облагораживайте в том числе эту территорию, да, то есть входите с ней в коннект, в контакт, а мы поможем, сопроводим. Мы здесь, скажем, надолго, да, то есть сами тоже в этом процессе. Вот, и ищем таких единомышленников, с которыми мы будем идти в одном направлении. Ну что, Жень, давай подытожим, на что нужно обратить внимание при покупке земельного участка в Абхазии. Нужно запомнить, что земля
не продается, не покупается, она в аренде. Можно взять ее в аренду, но затем желательно и нужно, и мы заинтересованы в том, чтобы она оказалась у вас в постоянном пользовании. А еще лучше получить пожизненную аренду с правом наследования. Ну и чтобы вы понимали, на всех этапах мы вам поможем, то есть организуем инвест-тур, все поедем с вами, расскажем, покажем и расскажем более подробно. Да, То есть это опять же всякие тонкие минимальная технические моменты, точка. которые скучны для подкаста, но Да. как бы у заинтересованных И людей. минимальная точка входа плюс-минус 250 тысяч за сотку с очень большой перспективой роста. А недвижимостью владеть можно. Главное, чтобы она была коммерческая. То есть вот на это обращаем Ну, внимание. здесь, да, в один подкаст это все не поместить. В общем, вы знаете, куда звонить. Телефон на ваших экранах. Ну, а у нас на сегодня все. С вами была Евгения, Дмитрий. До новых видео. Спасибо, Пока. Дим.